Дорогие мужчины, умилованные у Христе Пану, браты и сестры, и все слухачи сегодняшней проповеди. У гимне молитвы Костёла, яка називається «Нешпари», есть такие слова, в яких мы прославляем Бога за особу сегодняшнего великого человека, так можно сказать, святого Юзефа. О Юзефе сегодня тебе прославляют небесные хоры и все христиане, бо ты славный у цнотах, колись ты злучился у чистым союзе с Марией Девой, с сумнением глядел и дивился ты жонки, коли зацяжарла Божьим нащадкам. Тады анёл Пана открыл таямницу, яна зачала от небесного духа. З любов'ю, пяшчотай виховував ти Пана, ад згуби хавав на вигнанні у Єгипті. Коли він згубився у Єрусалимі, шукав і, знайшовши, підтешився моцно. Это только некалькі радков з гімна. Ось так сегодня, браты и сестры, Костел прославляет Бога за особу святого Юзефа. Юзеф уже на земле прославился своей праведностью, своей справедливостью, своим великим сердцем и святостью. А зараз, будучи в небесах, он является покровителем усяго католицкого костела. Мы нават в этот год переживаем как юбилейный год, 150-годия, от моменту, коли костел выбрал святого Юзефа покровителем повсюдного костела. И сегодня я с вами хотел бы разважить про один из аспектов життя. Я лічу, что самый головный аспект життя заслугаў и добродейности у святого Юзефа. Это его духовное отцовство. Мы все ведаем, что святый Юзеф не был кровным отцом Иисуса, потому что Иисус был сыном Бога. Иисус был зачатый от Духа Святого. Але Бог выбрал святого Юзефа как опекуна, как публично, але не тонкий. Каб Иисус узрастал от детинства под опекой мужчины. Мужчины великого сердца, мужчины духовного, моцного верой. И самое главное, любови полного. Глядите, в гимне сегодня сказано: «С любовью и пяшчотой выховывал ты Пана». Иисус маленький от детинства досведчил любовь таты. И эту любовь он дознавал, как дитятка у человечей природе, от святого Юзефа. Ведомо, что Иисус был сыном Бога, ведомо, что Иисус постоянно имел контакт с Небесным Отцом, але у природе человечей он имел пяшчотую любовь. Его подтримливали руки папы, мужчины земного. Святый Юзеф никакой кровной связи с Иисусом не имел. Это не его семя. Але он был духовным отцом. Поглядите, сегодня святый Павел Апостол у другим читании, послании до римлянам, про Авраама каже. Авраам насуперак надеи поверил с надеей, что станет отцом многих народов. Поводле сказано: такое будет твое потомство. И это залічана ему як справедливость. У чым справедливость Авраама?
что и он не по плоти стал отцом многих народов, а по вере. Он стал духовным лидером, он стал духовным отцом Израиля. И по сегодняшний день для нас, нават христиан, да, Авраам является прикладом духовного отцовства. Он отец веры. А святого Юзефа так само называют праведником, справедливым. Святый Юзеф был справедливым. Сегодняшнее Евангелие так само про это нагадывает, да? Что Юзеф, будучи справедливым и не хочучи знеславить Деву Марию, хотел потаенно отпустить ее, але Бог послал орела и растолмачил ему, что Мария носит дитя от Бога. И справедливость Юзефа, и его величность, да, это есть духовное отцовство. Он стал отцом земным Иисуса Христа, Божьего Сына. И тому, мои дорогие мужчины, неженатые хлопцы, юнаки, помните то, что сегодня вам скажу. Коли у твоїм житті буде намір реалізувати своє життя або у сім'ї, або у святарстві, або у монастирі, неважно де, ти зостаєшся мужчином тільки тоді, коли ти реалізуєш себе як духовний отець. Ти можеш навіть не мати кровних дітей, але быть справедливым мужем, справедливым мужчином, полным Божьей любовью, когда будешь с небесным Отцом сотрудничать, так как Авраам, так как святый Юзеф. Их величность не в тем, что они там были мужчинами по телу. Бо внешне мы разумеем, про что кажем. Физиологично мужчина – это той, который по природе своей рождается мужчином. Але этого замало. Потому что сутность человека, незалежно от того, мужчина или женщина, это его душа, это его особа, кем он есть внутри. И тогда он себя реализует, как мужчина или женщина. И не важно, в каком стане. Это мудрость Божия. У Библии сказано, усялякое отцовство на земле походит от Бога. И только той мужчина, который излученный с Отцом Небесным, с Богом, умеет быть отцом. Сколько у нас мужчин не умеют быть отцами. А не тому, что они какие-то, не мужские по своей природе. Нет, потому что они не познали духовности, они не познали веры, они не познали любви, настоящей, духовной, соправдной любови от Бога и от своих отцов. Я 20 годов, служачи святаром, назираю это со стороны и так само на власном своем опыте життєвому. Наскільки этого не хапає у нашем громадстве, наскільки этого не хапає у наших сім'ях, чого не хапає? Духовного отцовства. Наші мужчини, вони працьовиті, вони заробляють гроші, вони стараються бути сім'янинами. У них неяк атрымоўваецца быць добрым мужам, часамі не заўсёды. Але ў іх не хапае любові, самага галоўнага. Святы Юзеф з любов'ю і пяшчотай выхоўваў Сына Божага. І маленькі Jesús называў святого Юзефа татам.
Ён з дзяцінства хадзіў і трымаўся за яго падол. Ён з дзяцінства назіраў, як святы Юзеф браў там малаток, бо быў цесляром, як ён працаваў. Ён быў сведкам працы. Дзіцятка Езус, маленькі хлопчык Езус вучыўся ад Юзефа працаваць. Але вучыўся ад Юзефа маліцца. Бо Юзеф быў чалавекам Божым. Юзеф узносіў малітвы да Бога. Юзеф пастаянна быў злучаны з Богом, бо быў чалавекам праведным перад Господом. Вы думаете, чаго Бога Господь выбраў Юзефа для такой миссии? Тому что он был сыном Отца Небесного. Первый элемент, дорогие мужчины, первый крок, каб быть отцом для своих детей, каб быть сапраўдным отцом, ты повинен стать сыном Небесного Отца и сыном своего таты. Ты повинен навести отношения со своим татом. И не важно, он живе или он помер, померло никуда не отходит. Контакт духовный с отцами, с поколения в поколение, это будущее народа, это будущее громадства. На нашей земле белорусской нават у другую сусветную войну сколько полягло мужчин. Это безотцовщина. И на сегодняшний день является такой трагедией белорусского народа. А потом большевизм, коммунизм, который увел феминистичные идеологии, такие, где женщину ставили здесь не на то место, где она повинна была працевать на тракторе, ездить, быть передовицей и так далее, а не быть мамой. Да, все перевернулось. Все перевернулось. У нас у громадстве нема духовных отцов. Нема Божьих людей. Поглядите на колькость верников у наших храмах. Будь это католический костел, будь это православная церковь, там женщины. Где наши мужчины? У нас нет духовных отцов, понимаете, мои дорогие? Это трагедия народа. А поглядите на восточные страны, Арабские Эмираты, иншие, там мужчины на коленях. И там народы развиваются, там сильные народы. А Европа вымирает, потому что нет отцов, нет духовных отцов. Этот процесс, он вельми важный. Дорогие мужчины, почуйте меня добро, не покрывайтесь. Станьте сынами Бога, сынами Небесного Отца. Починайте молиться на коленях, ружавец в руки, покаяние, постоянная молитва, праца с Господом. Коли вы духовно растете, вы починаете любить, вы починаете глядеть на свою жонку іншими очима, потому что увидишь не просто в ее тело, ты видишь ее особу, ты знаешь ее душу, ты чувствуешь ее. Ты починаешь глядеть на своих деток как тата. Ты починаешь их любить, ты починаешь их отчувать сердцем. Мои дорогие, мне, как экзорцисту, приходится с многими людьми размовлять, над многими людьми молиться. И коли я, як святар, кажу молодой женщине, альбо дзяўчыне, автоматично у меня это отрымоўваецца. Я славлю Господа, что я становлюсь духовным отцом, святаром духовным отцом. И я автоматично кажу, дачушка. У іх пачынаюць цячы слёзы. І яны кажуць, ойча, мяне родны тата ніколі не назваў дачушка. Папы, не называйте своих дочок по имени, хіба что официально. Кажите на своих детей, дочушка, сынок. Будь татом, будь папом, с любовью и пяшчотой.
Ты павінен чувствовать сваіх дзяцей. Яны гэтага патрабуюць. Калі гэтага ў нашых сем'ях няма, нашыя дзеці бедныя духовна, таму што няма духовных отцов в іх сем'ях. І яны будуць шукаць сабе духовных отцов у гэтым свеце і пападуць альбо ў секту, альбо наткнуцца на некага маньяка, альбо выкарыстаюць іх мужчыны, дзяўчат, напрыклад, а можа нават і хлопцы. Педофилия сегодня проблема огромная. Потому что нема отцовства, духовное отцовство. Не умеют любить, все переводится на секс. Таким чином мы нищим души деток, нищим души юнаков, молодых девчат. Сколько судеб покалеченных из-за того, что девчина шукала себе сапраўды любові, а знайшла незрелого хлопца, который я скалечил. Он не дорос быть мужем, он не дорос быть отцом. Это трагедия. Поэтому сегодня мы, дорогие женщины и мужчины, дорогие христиане, просим Господа про заступництво святого Юзефа об даре духовного отцовства для мужчин, для всех. И не важно, кто ты. Доктор, наставник, святар, монах, милиционер. Если ты мужчина, ты должен дорасти до того, как быть духовным отцом, как быть человеком духовным, как разуметь, что есть любовь, что есть молитва, что есть пробачение, что есть Богу для жыццё духовное, потому что без этого любови николи не спознаешь и не даси ее никому. Святый Юзеф, обранник Найсвятейшей Панны Марии и покровитель всего повсюдного Костёла, молись за нас.